песнями и танцами весело отдыхаем. Вроде и в ансамбль вписываюсь, но это не я в новом коллективе. Это Айда Татарстан снова в гостях. Сегодня мы в селе Рождественно Лаишевского района. Но к песням и танцам мы еще вернемся. А теперь обо всем по порядку. Именно по этим местам проезжала Екатерина II, Александр Пушкин здесь бывал. Каторжных ссыльных отсюда гнали в Сибирь. Но именно это Рождественно, история которого уходит вглубь веков, мы уже не увидим. В 50-х годах, когда было создано Куйбышевское водохранилище, ввиду того, что здесь попало Рождественно в зону затопляемых деревень, приняли решение переселить вот на 2 километра выше. О прежнем месте села Рождественно сейчас напоминает лишь вот эта колокольня. Зимой до нее не добраться, приходится наблюдать вот так вот издалека. Местные жители рассказывают, что именно там был центр села, и рядом с колокольней стояла церковь. В 50-х годах ее взорвали, а вот колокольню не смогли. Говорят, потому что в раствор для кладки добавляли сырые куриные яйца. Колокольня лишь покосилась, а сейчас местные жители говорят, что она напоминает Пизанскую башню. В рождественском поселении есть и русские, и татарские деревни. Одна из них – Сингели. Это хозяйство Миннулиных. У них своя семейная ферма. Животноводством занимаются 10 лет. Пока муж на ферме, у жены бялиш готов. Настоящий татарский с картошкой и мясом. Именно этим блюдом угощают односельчан на праздниках. Курбан Байрам, Ураза Байрам, они поздравляют меня. Я их поздравляю русским праздником. С добрым словом, с любовью, с хлебом и солью. Хуш умады – это национальное блюдо плов. В местной школе ждали нас даже в такой мороз. Дружба национальностей точно согревает. Встречают хлебом и солью, рассказывают о своих традициях, показывают, чем богат их народ, угощают национальными блюдами. Сегодня здесь учатся 106 детей. Детям очень приятно узнавать различные тонкости другой национальности. Мы живем одной большой дружной семьей. И поэтому здесь и радости общие, и победы, и достижения. Звучат киргизские песни, сами в национальной одежде. Только посмотрите на ковер в узорах. Сразу видно, в доме чтят традиции. Это семья Сайдиновых. В Татарстане живут уже 8 лет. Семья у меня есть, так как работал в Москве. Я ей предлагаю, говорит, семье, давайте уедем в Москву. А вот дочь говорит, она не хочет. Ей нравится дом наш, вот и школа. Привыкли, как свое, родное что-то есть, да, менталитет одинаковый. Вот это все объединяет нас, и вот это все дает нам как-то чувствуем себя как в своем месте. Конечно, все знакомо. Вот и старший сын по-татарски говорит, язык учить легче, похож ведь на родной. И тугантель, и матуртель, иткемен кемнен теле, данияда көп нәрсе белдем, син тугантель. Люди очень добрые, как и у нас в Киргизии. Это уже последний этап. Да, это уже как бы последний этап. Еще немного, и бишбармак готов. За главное национальное блюдо отвечает глава семейства. Готовит его по старинному рецепту. Мясо обязательно конина. Называется чучук. Она делается из казы. Казы это конина, да, вы сами знаете. Вот. Там жир и мясо. Это отдельно делается. Нам раскрыли еще один рецепт, но уже киргизского чая масала. В нем гвоздика, кардамон, черный перец. Киргизский народ раньше был кочевым народом, да? И у них юрта была, они постоянно не могли вовремя готовить, да? Вот это она дает сытость. Угощайтесь, вот чай это масала, который называется, да? И я курма чай не готовила, конечно. Вот это можете попробовать. Она на вкус очень. Я очень молоко чувствую. Другое. О, здравствуйте! А вот и соседи пришли. Вместе с бишбармаком на столе теперь и татарская губадия. Общаемся, дети наши общаются, передаем свои какие-то особенности культуры и даже рецепты, вплоть до рецептов обменимся. Так и живут. Вкусно, дружно, весело. На Коломене Эту песню давным-давно пели на вечерках только в селе Рождественно. Сейчас она в репертуаре народного ансамбля «Русская душа». Ни один праздник без них не проходит. Масленица, Кузьминки, колядки. Днем с детьми мы ходим, а вечером мы со взрослыми уже хулиганим, наряжаемся.
Так что у нас тут весело. Аж как хулиганить. Ой, как хулиганим. Обязательно нужно что-то, когда уходишь из дома, или перевернуть чего-то там, бросить, или обувь унести, стащить. В репертуаре ансамбля песни на разных языках. Вот так и живет сегодня рождественское сельское поселение. Они и многонациональные, и дружелюбные, и трудолюбивые. Но наше путешествие продолжается. Мы едем дальше. Айда, Татарстан! Вероника Гайнудинова, Адель Миндубаев, ТНВ, Лаишевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.